В Пермском крае, на Бардымской земле, на земле, где сотни лет назад появились первые башкиры, это род Гайна. Как и по всему северо-западу, башкиры здесь говорят на своем диалекте, одноименном. Хотя вот некоторые, конечно же, считают, что он очень сильно уж похож на татарский, хотя московские филологи имеют свое мнение на этот счет. И местные тоже считают, что это и есть башкирский, но только свой. Откуда такой сильный запрос и желание вернуться к своим корням, узнаем у местных жителей. Это Батыр-шоу, мы начинаем. Узнав, кем был мой дед, я обрел свои корни. И вот сейчас к нам присоединился замечательный человек, Фаиль Каримович. Фаиль Агай, спасибо, что согласились пообщаться. Что можете рассказать? Вот мы здесь видим какое-то прям невероятно большое наследие, да? Да. Сколько здесь колен, сколько родственников? Это вот целая деревня, я правильно понимаю? Нет. Нет, это только одна фамилия. Ого. Одна семья. Ничего себе, вы так прям с гордостью да, это говорите. Конечно. Классно. Здесь 937 жителей села Башкултаева. Башкира Култаева, между прочим, у нас село Башкирское, Пермского района, Пермского края. У моего прапрадеда Мухаммедши было по мужской линии от 2 жен 6 ребят. Вот от этих мужчин пошли 6 ветвей. Отсюда и у нас род большой. Мы сейчас пообщаемся с человеком, Альбертом Махмудовым. Он очень активно работает и в социальных сетях. Альберт, здравствуйте. Здравствуйте. Это ведь земля, по идее, всегда рода Гайны была. Вот что можете сказать, что на этот счет вот на сегодня, как трактуется этот момент? Ну, сейчас нас активно изучает не только уфимская сторона, но и пермские ученые, и казанские ученые активно изучают. Конечно, здесь выделяют множество исторических пластов, финно-угорский компонент, тюркский компонент. В тюркском компоненте, конечно, существовали и такие факторы, как остяцкий, которые выпячивают именно казанские сторона, говорят, что именно остяки впоследствии стали именно пермскими татарами. Ну и, конечно, уфимцы ориентируются на нашу историю, связанные с гаинскими башкирами, с их вотчинными землями. Именно их вотчинные земли впоследствии образовали наш Бардымский район, национальный район, единственный в Пермском крае и на территории Уральской области. В 1924 году он был образован. Ныне, в 2010 году, когда у нас происходила перепись, где-то 64% считают себя башкирами. Почему вот так произошло? Вот как вы считаете, человек, который вот непосредственно здесь изучает этот вопрос? Ну, это в первую очередь связано с системой образования и с преемственностью, той преемственностью, которая была еще дореволюционной народным образованием. Мактебе, медресе учили на старотюркской письменности, их последующее это трансформировалось в литературный татарский язык. Приезжая в Казань, нам говорят, что вы приехали из Башкирии, и вы не разговариваете на татарском, а приезжая, допустим, в Уфу, нам говорят, а почему вы разговариваете на татарском, вы же башкиры, значит, вы должны изучать башкирский литературный язык. То есть здесь происходит именно ломка стереотипов и ломка такого языкового мышления. И какой может быть вот выход, да, чтобы всем было хорошо? Они все равно остаются такими же башкирами, у них свой менталитет, у них своя определенная историческая традиция, да? Их необходимо все-таки воспринять. Татароязычные башкиры составляют 250 тысяч человек. И в переписи 2021 года их никак нельзя игнорировать. Сейчас к нашему разговору присоединяется Расиль Тимиргазиевич. Добрый день. Добрый день. Вот на территории Пермского края, вот какую работу вы ведете, за что вы отвечаете? Это сохранение башкирского этноса. Поскольку у нас в Пермском крае с каждой переписью численность башкир уменьшается не из-за того, что рождаемость там низкая, смертность большая, а просто наши представители переходят в представители других этносов. Я тоже
вот представитель рос в Башкортостане, в северо-западном Аскинском районе. Тоже, хотя башкир, учили мы татарскую литературу. Но, однако, я остался башкиром. Очень интересная семья здесь, вот, которая представляет культуру не только гайнинцев, но и Катай, получается. Давайте познакомимся. Здесь семья Гариповых. Представьте, пожалуйста. Радик Гарипов. Радик Агай можно, да, наверное, уже? И... Можно Радик Бабаев. Радик Бабаев же, ну я рад. И Надежда Гарипова. Надежда Гарипова. Вот я знаю, что у вас здесь непростая история, как вы вот именно трудитесь, работаете по сохранению именно башкирского языка. Можете вот рассказать, с чем сталкиваетесь, какая работа, как в Перми вообще с сохранением языка? По языку, к сожалению, все не так просто. Ну, как любой крупный город, конечно, есть серьезные сложности собрать людей, языковую среду как-то вот обустроить, чтобы люди говорили на родном языке. Это очень сложно. Плюс ко всему есть такой фактор, как все-таки активно продвигался только татарский язык очень долгие годы. И многие башкиры говорят на татарском литературном даже. И то, что вот сейчас принято решение о возобновлении, скажем так, из небытия вытащили все-таки северо-западный диалект, я считаю, что это очень большое дело. Люди на самом деле немножко раздвоены, скажем так. То есть они одной ногой, значит, там, другой ногой вообще непонятно где. Вот эта потеря идентичности, она приводит все-таки к раздвоению сознания в принципе. То есть люди теряются действительно, они не знают, что им делать даже. Еще одна интересная особенность гайнинских башкир в том, что даже, вот посмотрите, отличаются тюбетейки. Если у нас прямые, то вот такой интересный факт. Давайте Нафиса Пайдан спросим, почему же так и что это значит. Тюбетейлерimiz bizning iң электен бер хатны плюштен ясаганнар. Йортларыбыз шундый булган безнең. Ачык булган авызлары, шуннан аны яап куйганнар сыерларның тересеннән. Продам отдельно. И вот в прошлом году перед нами была поставлена работа, значит, Марат Нашатович, Хайрликун, спасибо большое, что согласились пообщаться. Смотрите, вот мы сегодня на гостеприимной земле, на Бардымской земле. Безнең төбәктә яшәгән кешеләр үзләренең гайнәр икәнлеген танып белеп яшиләр. Халыкта горурлану хисләре бар. Дини йолаларыбыз, гореф-гадәтләребез сакланган. Һәм дә инде бүгенге көндә уздырылган чарада шушы амәлләрнең киләчәктә дәвамлы булуына үзе бер улы сәбәптер. Милләт бу сакланып калырга шушы очрашулар бер сәбәп булыр иде. Приехав, конечно же, на территорию, где испокон веков жили род Гайна, нельзя не пообщаться и с самими, конечно же, представителями. Вот Сариапа и Нажиапа. Вот, уважаемые наши, скажите, пожалуйста, вот кто же такие все-таки род Гайна? Гайна халкын, Гайна бик җигәрле тибәйтәләрне. Мен үзем Уенский районнан өчен башкорт гаиләсендә туганмын. Уразбаевлар нәселе, Амаев, Арисовлар, алар Башкортстанда күп, алар көньяк якларында. Но гайнеләр шунысы белән аерылып тора, алар эшчән халык, җигәрле халык, өзгеч халык. Барда халкы аерылып тора, инде башка җирләрдән әйтергә кирәк. Безне кичкәндән үстерделәр, әйтәләр, что без башкортлар дип. Безнең үзебезнең телебез дә үзенчәлекле. Башкирияга барсак, безне сез вроде башкорт түгел кебек диләр. Татарстанга барсагында сез бердә татарга ошамансыз диләр. Шуның өчен безнең үзебезнең диалект, үзебезнеке тормыш алып баруларда бар да, по-моему, икенче төрлерәк. Это сейчас для вас сыграла Ирина Исламова. Она определяет себя как из рода Танып, получается. Да? Ирина, вот Ирина и Курай. Ирина и Курай. У меня в голове вот не укладывается. Что можешь рассказать? Вот, как у тебя появилась любовь? Я с детства люблю инструментальную музыку, и когда я узнала, что Курай — это мужской инструмент, мне не очень понравилось. Ты решила сломать стереотип, получается? Да. Это очень здорово.
Еще одним важным пунктом на пути дней башкирской культуры в Пермском крае это является вот встреча башкир и жителей местных в деревне Куяново. Здесь сегодня откроется памятная доска в честь Исмаила Тасимова, рудоискатель, человек, который в 1700-х годах смог инициировать открытие горного университета в Петербурге. Вот этот момент на самом деле самый важный. Именно тот человек, который смог добиться того, чтобы наши студенты учились в Петербурге. Чтобы вы понимали, горный университет, он настолько крутой в Петербурге, что вот общаясь со студентами, когда я учился там, они прям гордятся тем, что они учатся там. И вот был основателем наш человек из рода Гайна. О значимости фигуры расскажите, пожалуйста. Фигура на самом деле очень большая, но мы всегда должны понимать, что Исмаил Тасимов – это часть большого процесса. То есть мы должны тогда понимать, что тогда в России развивалась горно-рудная промышленность. И в рамках этого процесса выросло целое поколение людей, целая категория людей, башкирских рудопромышленников. Мы, к сожалению, вот такой стереотип, вот башкиры-кочевники, ничего кроме лошади им не нужно было, ничего подобного. Очень большая категория людей, их много стало. И обратите внимание, первая инициатива от Исмаила Тасимова была в 1771 году. О чем он писал? Создать горное училище на юговских заводах для кого? Для детей башкирских рудопромышленников. То есть это настолько было настолько актуально было именно для башкир, для внутреннего развития, понимаете? Вот в чем вопрос. Потом, да, эту инициативу, она переформатировалась, инициатива, она уже стала вот в Питере, что это не только, оказывается, для башкир важно, но и для всей России важно оказалось. То есть насколько, мы должны понимать, насколько люди тогда, в том числе, в первую очередь, Тасимов, мыслили прогрессивно. Насколько они в ногу со временем шли, что они вот на самом деле всю Россию в данном случае повели за собой в данном случае. Юлия Сергеевна сразу директор 2 школ, получается, да? Да. Это вот Куяново и как? Юг. А вот смотрите, вот чем отличается деревня Куяново? Здесь, получается, преимущественно живут и башкиры, и татарские дети, да, получается? И все же начинается со школы. Чем особенно, да, школа, которая в Куяново? Вот. Вы, во-первых, очень интересно произносите Куяново. У нас произносится Каяново. Ага. И для нас, конечно, это необычное такое звучание. Для нас Куяново, потому что Куян это заяц. Заяц, да. Да. Мы тоже понимаем, что это заяц, но у нас Каяново. Так же, как и, вот я слышала, юговские, да, у нас юговские заводы. Так. Вот. Ну, теперь про жизнь. Что хочется сказать? Вообще, конечно, когда у нас начался процесс реорганизации, понимали, что будет такие какие-то необычные вещи, процессы происходить. И вот когда мы стали уже ближе общаться с Каяновской школой, с Каяновским филиалом, с ребятами, все особенности национальной культуры, конечно, открылись. Во-первых, очень интересно, что хранятся и чтятся традиции родителями, детьми. Все это очень вообще в коллективе. В коллективе, например, принято разговаривать между собой на татарском языке. Ну, как я сейчас выяснила, что это не просто татарский язык, это определенный диалект башкирского языка. Школа небольшая, 160 с небольшим человек, и, конечно, это не просто школа, не просто дети, образовательный процесс, это семья. Это семья, куда входят дети, учителя, родители. И вот, конечно, это большая особенность вот таких вот небольших, тем более национальных школ. И что хотела интересного добавить, что вот Каяново школа намного меньше, чем наша юговская, но при формировании мероприятий, когда мы вот учли это все, часть мероприятий Каяновской школы стала интересной югу, и ребята, и учителя захотели принимать в них участие. То есть у нас такой получился интересный межнациональный такой, такие какие-то события и вещи, поэтому вот здесь в этом наша особенность заключается, в том числе. Дни башкирской культуры для пермских башкир были, конечно же, организованы и концерты, и праздники, но вот я считаю, что вот это требует особого внимания. Сегодня Юлай Галиуллин будет учить стрелять из лука. Шаг это обязательно атрибут мужчины.
То есть Бильбао называют его еще по-другому. Тяни, тяни. Вот. Ярик, только что ты стрелял, вот такие ощущения. Что пытал? Что именно? Вот, что было тяжело, может быть? Ну, натягивать. Натягивать, да? То есть нужны силы. А представляешь, вот ты мог себе представить, как они на скаку это делали? Вот представляешь, то есть надо скакать. Ты бы хотел так попробовать? Дни башкирской культуры в Пермском крае пролетели настолько быстро, что трудно даже сказать, что прошло уже и 4 дня. Открывали воскресную школу башкирского языка, стреляли из лука, смотрели фильм «Таганок» Айнура Аскарова. И все это было очень дружно, и на самом деле чувствовался запрос на изучение родного языка, на общение, на самое главное общение. Я надеюсь, этого общения будет еще больше. Спасибо за внимание. Мы были в Пермском крае. Это Батыр Шоу. Всего доброго.